всячески не поддерживается вхождение в брак с турками, так как это, по мнению представителей диаспоры, означает уже полная ассимиляция следующего поколения. Например, в местечке Узуньяйла, там, где вот я говорю, что есть более 60 черкесских, кабардинских сел, там в 60-х годах было проведено 2 таких съезда местных старейшин. И вот одно из постановлений старейшин был запрет выдавания черкесских невест замуж за этнических турков, а также запрет на приглашение этнических турков на черкесские свадьбы. В языковом плане, если брать пример, мы имеем примерно следующую картину. Поколение старше 60 лет, они говорят на родном языке и также говорят на турецком, но с акцентом. Поколение между примерно 50 и 30 лет, значит, они понимают на родном языке, но уже на нем не говорят, но как бы говорят чисто на турецком языке. И совсем молодое поколение, младше 30 лет, и за небольшим исключением, они уже не владеют и не понимают родной язык, чисто говорят на турецком языке. Конечно, несмотря на языковую ассимиляцию, вот особенно это когда касается черкесов и абхазов, они не считают себя этническими турками и не ассимилируются как бы с ними, но утрата языка, конечно, играет очень негативную роль. Конечно, существование социальных сетей и также контакты с исторической родиной, а также диаспоральные организации, которые имеют разные языковые курсы, дают возможность многим изучить свой родной язык и поддерживать контакты с родиной, но это как бы не имеет массового, как сказать, распространения, особенно когда касается тех, которые проживают в сельской среде, потому что весь активизм, как известно, в основном происходит в городской среде. Но в сельской среде, там, где нет возможности открыть там, диаспоральную организацию, этого, конечно, нет. Также вот по инициативе Эрдогана, вот, по-моему, если не ошибаюсь, в 2010-х годах было разрешено преподавать в 5 и 6 классе как дополнительный предмет родной язык, если достаточное число родителей принесут подписи. Но тут проблема в сертификации преподавателей.